Открывая совещание, президент Аслам Бжани отметил, что такие встречи будут регулярными. Об эпидемиологической ситуации в республике и мерах по противодействию коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Тамас Цахнаки. По его словам, с начала пандемии в республике зарегистрировано 11 973 заболевших, выздоровели 9 902 человека, летальных случаев 178. Более чем 600 детей также переболели коронавирусом, однако болезнь протекала бессимптомно. Тамас Цахнаки отметил, что за последнюю неделю количество заболевших COVID-19 идет на спад. С 24 января отмечается тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек. Если проанализировать, в ноябре месяце 2020 года мы вышли на некое плато, когда количество инфицированных стало значительно уменьшаться. При этом работала у нас практически одна линия ПЦР-диагностики в республиканской СЭС. Затем, в соответствии с распоряжением президента, мы приобрели еще одно оборудование и установили практически вторую линию диагностики COVID-19, что позволило нам увеличить количество обследований до 500 человек. Также хочу сказать, что в соответствии с распоряжением президента был подписан соответствующий договор нами, Министерством здравоохранения, и приобретены еще 2 оборудования для 2 лабораторий ПЦР-диагностики, которые будут установлены в Ачамчирском и Гагарском районах. Это, конечно, позволит нам еще больше увеличить охват обследуемых. По словам Тамаза Цахнаки, главная проблема в борьбе с коронавирусом – это кадровый вопрос. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале не работают российские медики, а срок пребывания медиков мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии заканчивается 15 февраля. Аслам Бжани поручил проработать вопрос о продлении работы российского мобильного госпиталя и помощи медикам в Гудаутском ковид-центре. По мнению главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, эпидемиологическая обстановка в стране позволяет ослабить ограничительные меры. В частности, речь идет о возможности возобновления точечного, по ее словам, учебного процесса, но с ограничением количества детей в классах и соблюдением всех предписанных норм безопасности. Президент отметил, что вопрос возобновления учебного процесса очень важен, но при этом, как сказал глава государства, необходимо тщательно проработать этот вопрос. Мы в полной мере даем себе отчет, насколько по этому поводу переживают родители, сами учителя. Многие готовятся к этому несколько лет. Вступительные экзамены, люди, которые хотят получить дальше образование. Конечно, эта проблема вносит коррективы, но мы услышали то, о чем говорят отраслевые министры, эти проблемы будем решать. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам. Здоровье – это все-таки приоритет номер 1, поэтому те рекомендации, которые будут высказаны, те рекомендации, которые будут выработаны, просил бы, чтобы родители помогли нам в их соблюдении. Это очень важно. Мы можем получить хороший результат, работая вместе и сообща над этой проблемой. На расширенном совещании также обсуждались состояние и перспективы развития энергетической отрасли страны, борьба с незаконной добычей криптовалюты. С подробным докладом выступила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Среди обозначенных проблем – проведение мероприятий, направленных на модернизацию энергетической отрасли, а также совершенствование контроля и учета потребления электроэнергии всеми категориями потребителей. Одной из главных проблем в энергетической отрасли, помимо технической, по мнению Кристины Озган, является тарифная политика. Что касается объектов по добыче криптовалют, то с момента полного запрета их деятельности Черноморэнерго составила более 700 актов за незаконное подключение к электросетям. Какова дальнейшая судьба актов, спросил президент. У нас 96-я статья административного кодекса, мера административной ответственности за правонарушение, за самовольное подключение к энергетическим сетям. На граждан это 1800-2400 рублей, должностные лица от 3400, да, и на юридические лица до 9000 рублей. Вы составили акт. И что вы дальше с ним делаете? Право взимать с них штрафы. Куда вы этот документ отправляете, кому? Что с этим документом происходит? Эти акты должны передать непосредственному нарушителю, он должен, скажем так, прекратить
Мы совместно с представителями Черноморэнерго выезжаем на мероприятие по отключению незаконных абонентов от сети единого оператора. Совместно с силовыми структурами, но законодательство о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей гласит, что при плановой или внеплановой проверке должно выписываться распоряжение. Когда мы с представителями силовых структур выезжали, наши инспектора не знали, в какой район едут, по какому адресу. И на тот момент писать и протоколы, и восстановление наложения штрафов не имелось возможности. То есть у нас не было распоряжения законного основания, а персонально на каждого распоряжение выписывает наш председатель, но мы должны знать, по какому адресу мы едем, кто юридическое лицо. Президент остался недоволен такой ситуацией. Аслан Бжаня поручил лично Кристине Узган упорядочить работу, связанную с составлением списка всех нарушителей распоряжения о запрете деятельности криптоферм с указанием их имен и адресов майнинг-объектов. Итоги президент потребовал предоставить к началу следующей недели. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган подробно рассказала о ходе реализации инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Министр также проинформировала об исполнении отдельных поручений президента по вопросам социально-экономического развития Абхазии, а именно газификации, реконструкции автомобильного моста через реку Псоу, реализации инвестиционных проектов по программе льготного кредитования, а также реконструкции аэропорта. На данный момент, Аслан Георгиевич, уже проведены 3 рабочих совещания на площадке Росавиации Российской Федерации. Определен состав участников российской группы, определены участники абхазской группы, конечно, туда будут входить, соответственно, специалисты аэропорта. Приняты следующие организационные вопросы. В данный момент абхазская сторона направила пакет существующих нормативно-правовых и законодательных актов, которые регулируют данное направление. К сожалению, их очень мало. Нам необходимо будет, соответственно, готовиться к принятию пакетных документов по данному направлению. Российские коллеги, конечно, нам в этом вопросе помогут. Второе – это юридический, организационно-правовой статус имущественного комплекса аэропорта города Сухум со всеми вытекающими последствиями. То есть это документы права собственности на объект, акты пользования землей. Мы, соответственно, данную работу с Госкомитетом по имуществу проводим, и мы предварительные материалы уже российской стороне направили. Необходимо будет привести эти документы в соответствующий вид для того, чтобы дальше можно было принимать решение. В ходе совещания затрагивались и другие важные темы, в их числе об исполнении государственного бюджета за 2020 год, о пенсионных выплатах гражданам Абхазии и о порядке выплат российских пенсий. В завершении встречи президента с членами правительства была озвучена информация о создании рабочей группы под руководством вице-президента Бадры Гумба по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической политики Республики Абхазия. Алика Трапш, Алексей Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение.